Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Коронавирус продолжает держать в напряжении якутян. Главный вопрос – организация учебы в школах. Какими будут линейки 1 сентября? Снижение расходов на топливо. 12 котельных в Якутии переведут на уголь и газ в текущем году. И на этой площадке мусорить и сквернословить не получится. Уголок детства открыли во дворе православного храма в Айхале. Ситуация с коронавирусом в Якутии продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 48 новых случаев. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина сегодня. Так, 21 заболевший в Якутске, в Мирнинском районе 4 случая, в Верхневилюйском районе 3. По 2 заболевших выявили в Алданском, Горном, Нерюнгринском, Нюрбинском, Тампонском, Хангаласском и Чорапчинском районах. По одному новому случаю в Верхоянском, Вилюйском, Татинском, Оленёкском, Алекминском и Устьянском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Основным остается вопрос организации учебного процесса в школах. В мессенджерах и соцсетях много вопросов, разрешено ли проводить массовые мероприятия. И вот как это прокомментировала Ольга Балабкина. До сих пор нет никакого разрешения на проведение массовых мероприятий. Не с точки зрения того, что там некоторые считают, что можно там 50 человек, можно с соблюдением дистанции, как таковых. Нет, массовые мероприятия запрещены. Линейки, которые будут проходить для первоклассников, там, где непосредственно напряженные в районах санитарно-эпидемиологическая ситуация, эти линейки будут проводиться с достаточно минимальным количеством детей для того, чтобы с четкой разбивкой по классам. Главы муниципальных образований это знают, директора школ тоже, и, соответственно, будут работать с родительской общественностью для того, чтобы как можно безопаснее провести линейки 1 сентября. Но носить маски учителям или нет, будут принимать решения регионы. Единого предписания для всех учителей страны надеть маски с 1 сентября нет. Необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от ситуации на местах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Однако ведомство совместно с Роспотребнадзором подготовило комплексный перечень мер. Он затрагивает уборки и проветривание помещений, дезинфекцию, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены. Между тем, регионы поделились опытом реализации успешных практик поддержки граждан, которые были внедрены на местах в период пандемии. Множество интересных решений, и некоторые из них готовы поддержать в правительстве страны и осуществить на федеральном уровне. Какие проекты якутских властей заинтересовали специалистов? Сюжет Максима Кардозу. По версии Минэкономразвития страны, Якутия возглавила рейтинг топ-5 регионов по реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии. И нам здесь есть что предложить другим субъектам. Например, это льготные займы по ставке 3% годовых на разные нужды. Сюда входит и покрытие расходов по зарплате, аренде, на пополнение оборотных средств и рефинансированию дорогих банковских кредитов. И опыт Якутии уже намерены перенять другие регионы, причем готовы поделиться они и своими ноу-хау. Мы приняли весь набор регионального законодательства, который фактически на 3 года освобождает, но радикально минимизирует все налоги для малого и среднего бизнеса, которые есть у нас на территории. И это очень серьезная возможность прогнозировать свое развитие. Во многих регионах понимают и важность доносить до населения оперативную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом. И практика ежедневных брифингов главы Якутии и членов правительства уже стала традиционной. Очевидно, что главная опасность любой эпидемии после самого заболевания – это недостаток информации и те слухи, которые в арифметической прогрессии просто порождаются, и с ними иногда очень тяжело бороться. Эксперты все чаще отмечают, сегодня важно смотреть на опыт регионов, чтобы лучшие проекты можно было применять и на федеральном уровне. И губернаторы предлагают разные практики. Например, мобильные приложения для отслеживания состояния здоровья сотрудников. Сделать учебу школьников по субботам удаленной на постоянной основе. Многие понимают важность помощи самозанятым гражданам. Причем специалисты уверены, что региональные власти скоро могут столкнуться и с новыми вызовами. Это вызов массовой вакцинации, который состоит из 2 аспектов. Собственно, организационная, логистика, кадры, помещения, готовность бороться с побочными эффектами. И второй вызов, связанный с доверием к вакцине и вакцинации. Многие регионы готовы делиться своим опытом, но губернаторы отмечают, одно из главных условий скорейшего выхода из кризиса – это продолжение соблюдения всех правил предосторожности.
Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Продолжает уменьшаться площадь лесных пожаров в Якутии. За минувшие сутки она уменьшилась еще на 6 гектаров. В настоящее время охвачено огнем примерно 140 гектаров леса. Сложная обстановка сохраняется в Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где зафиксированы 10 очагов. Борьбу с огнем ведут около 300 человек и 50 единиц техники. 12 котельных в республике намерены перевести на уголь и газ в текущем году. Такое решение приняли на выездном совещании с руководством ГУП ЖКХ Якутии под руководством исполняющего обязанности премьера региона Андрея Тарасенко. Стороны обсудили вопросы субсидий на транспортировку топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные районы, а также возмещение разницы между тарифами, которые оплачивают жители республики. Отмечается, что решением для снижения расходов на топливо может стать перевод котельных с жидкого топлива на угольное и газовое. В рамках инвестиционной программы до конца года планируется перевести на угольное топливо 4 котельных, а на газовое 8, говорится в сообщении. Тем временем, более половины грузов от плана навигации в Якутии уже доставлены. Об этом сообщает Госкомобеспечение республики. При плане в 1 миллион 200 тысяч тонн отгружено более 850 тысяч, а доставлено примерно 720 тысяч тонн. На контроле сейчас навигация на арктических реках региона. Доставлено 130 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, при плане в 320 тысяч. В целом отставания по срокам нет. Тем не менее, перед участниками завоза стоит задача о принятии дополнительных мер по ускорению отгрузки, а также оперативной и согласованной работы по его переработке на местах. Промышленный туризм в Якутии может развиваться, в республике для него есть потенциал. Сегодня уже начата работа с рядом крупнейших институтов развития. Так, Нерюнгринский район посетили эксперты, где ознакомились с работой промышленных предприятий. Каков вердикт специалистов, знает Екатерина Павлова. Увидеть красивый самобытный край с вкусной едой и прекрасной природой, рыбалкой, сплавами по горным рекам. В Южной Якутии есть много вариантов, как провести свой досуг. Немногие россияне посещали регион как туристы. Еще интереснее промышленный туризм. Увидеть богатейшие месторождения, угольные парки с невероятной техникой. Это абсолютно новая сфера для республики, и ее только начинают создавать здесь. В июле 2020-го глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение, направленное на формирование в республике комплекса мер, способствующих развитию промышленного туризма, внедрению методических рекомендаций, разработанных агентством стратегических инициатив, создания маршрутов производственных экскурсий. Сегодня эксперты уже посетили компанию «Колмар» и якорный инвестор территории опережающего развития Южная Якутия. Мы понимаем, что уже на сегодняшний день даже на той платформе, которая есть сегодня, можно и нужно создавать интересный, яркий, востребованный туристический продукт совершенно для разных целевых аудиторий. И для профориентации, и для бизнес-делегаций, и для тех туристов, которым, безусловно, будет очень интересно узнать вообще процесс добычи угля, переработки, обогащения и другие не менее интересные вещи, которые происходят на предприятии. Сегодня в Южной Якутии активно проводится комплексная модернизация аэропортовой инфраструктуры. Туристы в более комфортных условиях смогут посетить район и увидеть, как работает угольная промышленность. Производственные мощности уже существуют. И теперь важно рассказать миру о том, чем интересна Якутия с точки зрения промышленного туризма. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. OneClick Якутия ищет представителей в районах республики. Город Покровск посетили сотрудники цифрового портала. Специалисты IT-отрасли рассказали об открытом на сайте yakutia.click сервисе «Новая модель села. Развитие сельских территорий». Данный сервис дает возможность каждому жителю стать частью инициативной команды, поделиться идеями, предложениями по улучшению и развитию жизни в сельской местности, объединиться с другими жителями сел и реализовать любой проект. Идеи могут затрагивать разные сферы жизни – экономическую, социальную, политическую и другие. Кроме того, объявлено о поиске общественных представителей среди жителей районов, в том числе и Хангаласского улуса. Ну и также цифровая платформа позволяет объединять усилия людей, которые хотят улучшать то место, где они живут, развить свои территории, сельские территории, а также предлагать те или иные решения. В общем, мы, как команда цифровой платформы, в частности цифровой платформы OneClick Якутия, активно начинаем работать с сельскими территориями, промышленными территориями. Мы, в свою очередь, те проблемы, которые считаем действительно
важными, мы готовы браться и помогать в их решении. Для этого мы и наших представителей в сельской местности, в промышленных районах нашей республики ищем. Детскую площадку открыли во дворе храма Рождества Христова в Айхале. Игровое оборудование приобрели за счет средств республиканского гранта и пожертвований прихожан. Оксана Мезенцева побывала в новом уголке детства. На территории храма Рождества Христова в Айхале теперь каждый день слышны звонкие детские голоса. А все благодаря игровой площадке. На ней из горки можно скатиться и на качели покачаться. Мы рассматривали много разных фирм-производителей детского игрового оборудования. Пришли к выводу, что брать нужно безопасное и подходящее к нашим климатическим условиям. И вот этот горочный комплекс от фирмы Happy Island, он полностью соответствует нашим заявленным параметрам. Яркие горки и 4 качели дети облюбовали быстро. Многие ребята приходят на площадку каждый день. Поиграть здесь можно с 12 дня до 7 вечера. А я больше всего кататься на горках. На горках люблю. Я каждый день сюда хожу и катаюсь на этой плюшке. На детскую площадку приходят поиграть все желающие. Однако у оборудования есть возрастные ограничения. Горки рассчитаны на детей от 3 до 12 лет, качели до 14. Не положено на детской площадке мусорить и сквернословить. Мы его посещаем практически каждый день. Нам нравится больше, моим детям нравится больше плюшка. Установить игровые комплексы на территории храма помогли прихожане. Безвозмездную помощь оказал и Айхальский ГОК. Детская игровая площадка «Подари мне радость» теперь радует всех. Приходские мамочки эту мечту вынашивали, наверное, всех больше, всех ее сильнее. Но это великое подспорье, чтобы детишкам можно было посещать храм, чтобы это было в радость. Да и вообще это не только приходским, это вообще всем детям. Эта площадка открыта, это всем некое... Еще одно место для доброго времяпрепровождения. На детской площадке планируют уложить специальное безопасное покрытие, поставить скамейки и песочницу для малышей. Предусмотрят на территории храма и участок со спортивным оборудованием. Там планируют проводить занятия для ребят из патриотического клуба. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Общественная палата Якутии проводит акцию «Я россиянин». Она приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации. Главная цель акции – показать единение людей, в том числе якутян, проживающих на всей территории земного шара. Флаг – это символ того, что россияне вместе, несмотря на обстоятельства, такие как пандемия. Для участия в акции необходимо разместить в любой соцсети видео с чтением литературных произведений о России на фоне флага или с флагом в руках, а также добавить единый хэштег «Флаг России», _, Якутия. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.